наша программа называется «Слово о вечном». Я от всей души вас приветствую, первых зрителей вот этой программы. Хотел бы предупредить, что я буду очень часто вам надоедать, может быть, кому-то, в силу того, что эта программа будет еженедельной, по субботам, в удобное, по-моему, для вас время. Сегодняшняя тема вступительная по этому поводу. Я просто хочу подчеркнуть, что без веры жить невозможно. Даже атеисты говорят, что надо же обязательно, чтобы вера была, во что-то надо веровать. Но если глубже рассмотреть этот философский вопрос, то думаю, что нужно бы не только во что-то веровать, а знать истину и знать, ради чего нужно веровать. Это я говорю о том, что нам дано Богом, Творцом нашим. И поэтому эта программа будет освещать и историю библейскую, которая известна во всем мире, повсюду, везде, в любую страну взять, уже знают о ней что-то. Если не все, то что-то знают. И написано, что в конце мира не будет народности, которые бы не слышали о Христе. И тут я уже открываюсь, я говорю, что будем говорить о Христе, о Боге, о Сыне Божьем, который сошел на землю заради того, чтобы укрепить народ в той вере, которую он всегда в Бога имел, но которая ослабла из-за того, что силы зла, ненависти, презрения, другими словами, сатанинские силы, они все силы полагают для того, чтобы отдалить человека от Бога. Вот это самое страшное, что может быть. Примеров очень много. Когда человек не внимает тому, что дано нам от Бога, а это все записано в Библии, тогда и, соответственно, этому критические моменты наступают у этого человека. Мы знаем, что наша страна всегда была привержена православию, единой святой вере, которая изначально была дана еще в раю. Почему я так говорю? Потому что там первые Адам и Ева лицезрели Бога непосредственно. Представляете, что это такое? Какую нужно иметь чистую душу, чистейшую, чтобы это могло случиться? Потому что Бог невидим, но Он понимаем и являем тем, кто чист душой. Это первое и самое главное, что нам нужно вспомнить о том, что когда мы говорим в этом слове о душе, о спасении, то это в первую очередь должно быть упоминаемо. И когда случился страшный этот грех, когда одна единственная заповедь была дана первозданным Адаму и Еве, но она была нарушена очень просто удивительно, просто и ясно. И суть не в том, речь идет о яблоке или о чем другом. Речь идет о том, что Ева первая прельстилась змеем, то есть сатаной, который ей внушил, что можно все наблюдать и можно делать то, что Богу противно. А было предупреждение о том, чтобы они не делали этого, не срывали этого яблока познания добра и зла. Но они соблазнились. И поэтому случился вот этот раздел, который определил человека вслед за отпадшим сатаной, куда попал он, на землю нашу, да, и вслед за ним появились отпадшие вот эти первозданные Адам и Ева. Это очень большая тема, о ней не скажешь в 2-3 словах. И здесь в нашей программе будут приведены различные и выдержки из Священного Писания, и различные одновременные события в истории жизни еврейского народа. Это потомков Адама и Евы. Если говорить о первоначальном состоянии их, то необходимо именно сказать, что когда произошел этот разлом между небом и землей, и наши первозданные оказались в невесомом таком состоянии, то при этом нарушилось их восприятие окружающего мира,
Одна плоскость – это божественная, красивая, удивительная, в раю пребывание в безгрешности, а вторая плоскость – это уже полость, уже область греха, который имел место и который оказались в которой наши первозданные родители Адам и Ева. Но они были изгнаны из рая, как известно, и на этом вот окончилась их жизнь. Но при этом была и дана истина о том, что семя жены сотрет главу змея. Это говорилось о ком? Говорилось о Божьей Матери. Да, наступят времена, когда будет достойнейшая из людей, и которая послужит великой тайне воплощения на земле Бога Слова, Господа Иисуса Христа. Его же именем мы спасаемся, Его же именем мы и пробуждаемся к той вечной жизни, к которой мы изначально призваны. Это состояние вечной жизни, оно было благодатным состоянием человека, потому что оно было в той непередаваемой человеческим языком радости, которая пребывала от созерцания того мира, в котором, я хочу это подчеркнуть, в котором у Бога, там, в котором не было никогда начала и не будет никогда окончания того мира, райского состояния. Но и добавлю, что когда Бог сотворил человека, Адам был безжизненным, мертвым, но Бог вдунул самого себя в него. То есть и с этого момента человек стал душой живой. И поэтому-то и явление человека, оно особенное, оно отличительное даже от ангелов и всех, потому что те просто были сотворены и жили всегда. А мы, люди, сотворены были от земли взятые, физическая сторона присутствует, и, соответственно, этому, конечно, и совершенно иная жизнь, иное будущее у человека, который, да, через грех на земле он приразился этому греху, но в то же время через его усилия, направленное на то, чтобы вернуться в то первозданное состояние, оно всегда двигает каждым человеком, чтобы определиться в этом мире, чтобы избавиться от того ужаса и того, что рисует дьявол человеку на земле заради отторжения от Бога и от любви Его к нам. От нас зависит. Или мы к Нему, тогда и Господь к нам, или наоборот, тогда хуже, тогда страшно, тогда ад на земле. Благодарю за внимание. В будущих программах мы будем еще продолжать эту тему.